Новый конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как машину кыргызского военного закидали камнями. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних событий. Машину кыргызского военнослужащего закидали камнями на таджикско-кыргызской границе. Об этом сообщили в Госкомитете национальной безопасности Кыргызстана. Инцидент произошел в Лейлекском районе на участке транзитной автодороги Арака-Барбардук напротив автозаправочной станции Бастон. По словам сотрудников ГКНБ, пограничник пытался повернуть. В этот момент в его машину полетели камни. Военнослужащий не пострадал, но нанесен ущерб его автомобилю, разбиты стекла, отметили в ведомстве. Сотрудники ГКНБ заявили, что камни в машину кидали именно таджикистанцы. Также они якобы пытались задержать военного. В ведомстве хотят организовать проверку по факту случившегося. Планируется проведение встречи пограничных представителей Кыргызстана по Лейлекскому и Таджикистана по Ганчинскому направлениям, добавили в ГКНБ. Официальных комментариев по поводу инцидента от таджикской стороны пока не последовало. А как вы относитесь к такой ситуации и к таким обвинениям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Отметим, что конфликты на границе Таджикистана и Кыргызстана происходят регулярно. Иногда стычки между местными жителями перерастают в масштабное военное противостояние. Последнее на данный момент произошло в конце апреля 2021 года. Причина разногласий – это неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. С тех пор, как у нас произошли последние конфликты на границе, мы уделяем большое внимание пограничникам. В первую очередь их необходимо обеспечить всем необходимым. Как вы думаете, есть ли какой-то способ, чтобы решить эту проблему в ближайшее время? И кто ее останавливает? Ведь столько времени никто ничего не решает. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. До весны перед нами стоит задача отремонтировать и обновить оборудование, предназначенное для военных. Хотелось бы отметить, что это делается в первую очередь ради безопасности и стабильности нашего государства. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.